Жители Абхазии и Южной Осетии неоднократно высказывались на референдумах за свою независимость. Так, в октябре 1999 года в Абхазии более 97% проголосовавших высказались в поддержку Конституции, провозглашающей Абхазию суверенным демократическим государством. Затем прошло немало времени. Война и послевоенные непростые годы становления республики. В первой половине августа 2008 года после грузино-юго-осетинского конфликта Южная Осетия и Абхазия обратились к России с просьбой признать их независимость от Грузии. Обе палаты Федерального собрания Российской Федерации 25 августа 2008 года приняли обращение к президенту России Дмитрию Медведеву с предложением признать независимость Абхазии и Южной Осетии. 26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев, учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положением Устава ООН, Декларации 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинским заключительным актом ОБСЕ 1975 года, другими основополагающими международными документами, подписал указы о признании Российской Федерации независимости Южной Осетии и независимости Абхазии. Я подписал указы о признании Российской Федерации независимости Южной Осетии и независимости Абхазии. Россия призывает другие государства последовать ее примеру. Жители Абхазии и Южной Осетии встретили новость о признании России своей независимости всеобщим ликованием. Я от имени моих друзей, микрофон от имени всего народа нашей республики, хочу от всей души поздравить вас, всех нас, с этим историческим моментом. Спасибо вам огромное! Никарагуа стала первой страной, которая вслед за Россией признала независимость Абхазии. 5 сентября 2008 года президент Никарагуа Даниэль Ортега издал официальный указ о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. 10 сентября 2009 года президент Венесуэлы Уго Чавес объявил о признании его страной независимости Южной Осетии и Абхазии. В декабре 2009 года республика Науру признала Абхазию и Южную Осетию и объявила об установлении с республиками дипломатических отношений. В мае 2011 года независимость Абхазии признала островное государство Вануату. Республика Вануату нас признала. Мы обменялись соглашением об установлении дипотношений. Мы официально установили дипотношения 23 мая на уровне премьер-министров. Сейчас то, что происходит, я читаю в интернете, в основном опровержение этого признания исходит из грузинских источников. И, естественно, вы понимаете, насколько Грузия заинтересована в том, чтобы все это выглядело как можно более комично. С нашей стороны мы считаем, что это обычная рутина, наша работа устанавливать дипотношения с другими странами. В сентябре того же года независимость Южной Осетии и Абхазии признало островное государство Тувалу. Совместные заявления об установлении дипотношений между Абхазией и Тувалу и между Южной Осетией и Тувалу были подписаны в этом же месяце соответственно. На данный момент уже 7 государств признали независимость Абхазии: Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу и Сирийская Арабская Республика, а также государственные образования, частично или полностью не признанные в мире: Нагорно-Карабахская Республика, Приднестровско-Молдавская Республика. Южная Осетия признала Абхазию, а Абхазия, соответственно, признала Южную Осетию. Рената Шакая, Абхазское телевидение.